Этот памятный знак на пересечении улиц Карла Маркса и Орджоникидзе посвящен названию нашего города. Слово «Сыктывкар» здесь написано двумя разными шрифтами. На знакомой нам кириллице и на малоизвестном анбуре – древней коми алфавите. Анбур. Зарождение древней коми письменности и первого алфавита анбура, названного по начальным буквам Ан и Бур, связывают с миссионером Стефаном Пермским, который принес христианство коми в край в конце XIV века. Первое научное упоминание о зырянской азбуке было в 1818 году в книге Николая Карамзина «История государства российского». Карамзин приводит список алфавита и надпись, скопированную с иконы Святой Троицы, которую нашли в конце XVIII века в архангельском селе Вожим. Сейчас эта икона находится в Вологодском музее. Когда была найдена вот эта Зырянская Троица, то с нее была сделана копия с надписью, которая была на этой иконе. Они были зафиксированы в документах, к ним обращается целый ряд исследователей, в том числе Карамзин. И с этого времени можно говорить, что начинается научный интерес к стефановской азбуке, по крайней мере, к ее расшифровке. Дело в том, что к этому времени, конец XVIII века, конечно, уже утрачиваются знания о стефановской азбуке, утрачиваются знания о том, как она бытовала, что означали те или иные знаки. В житии Стефана Пермского, написанного агеографом святого Епифанием Премудрым, говорится: Стефан был монахом ростовского монастыря Григория Богослова. Святой, будучи монахом, учит коми-язык и складывает пермскую грамоту и буквы, да то ли незнаемые, на основе славянского алфавита и комипасов, а также переводит богослужебные книги для обращения язычников-зырян в Христову веру. Но откуда ростовский монах знал коми-язык? И почему у него возник интерес именно к коми-язычникам? Со Стефаном связываются тоже разные легенды. Он родился в пограничном городе в Устюге, и якобы его мать была зырянкой. Насколько вот это соответствует действительности? Лев Смоленцев даже приводил пример, что он даже где-то в Устюге накопал, что стефановского деда, отца Марии, матери Стефана, звали Джебас. Гай. Скорее всего, имя Джебас произошло от коми-слова «джебны» – «прятать», «скрывать». Вполне возможно, что так могли называть скрытного человека. Но насколько это правдоподобно? Мы считаем сейчас, что Устюг – это такой очень русский город. На самом деле, вот я читал сейчас книги западноевропейских путешественников, и где-то я вычитал в Гвандине вроде бы, что Устюг находится на границе с Пермией, говорит, но язык там у них свой, хотя больше начинают говорить по-русски. То есть это во времена 15-16 века в Устюге был преимущественно свой язык. Какой там мог язык быть? Наверное, пермский язык. Дой. Стефан заранее готовился к этому, поскольку мама была зырянкой, ведь у него были корни зырянские, и у него было искреннее желание, как человека просвещенного, научить писать свой народ. Мы знаем, что древние коми-зыряне, они использовали знаки. Пасы они называются, реджвус пас. Одно дело просто использовать пасы, а другое дело соединить их со знаками древнегреческого алфавита, с буквами других письменностей. Все это соединить вместе и создать новую азбуку. Это не только его труд как филолога, но вот именно как просветителя. И я думаю, что прежде всего им владело желание просветить народ, дать ему возможность выйти на историческую арену мировую. Благодаря этому языку о коми-зырянах узнал весь мир. Первыми сакральными языками христианской церкви, на которых распространялось христианство, были греческий и латинский языки. С принятием христианства на Руси для написания церковных книг монахи Кирилл и Мефодий создали на основе знаков греческой азбуки алфавитную систему для славянского языка. Эта система стала называться кириллицей.
Старославянский или церковнославянский язык стал третьим литургическим языком. С VII века патристический канон сложился уже, и литературным творчеством на народных языках больше не занимались. И это пресекалось очень так жестоко даже. Сложилась так называемая доктрина триязычия. То есть Иисус Христос был распят, на его кресте были три надписи. Иисус Христос, царь иудейский, на трех языках. Это на иудейском, эллинском и на латыни. Все, вот эти три языка, они были признанными для литургии, для богослужения. Остальные языки уже отошли на второй план. В последующем, с VII века, христианство распространялось уже вот на этих трех языках только. Вернее, даже на двух. На латыни, большей частью, и на греческом. Поэтому, когда вот Кирилл создавал свой алфавит, письменность славянскую, то он должен был получить самые высокие санкции. Кстати, Константинополь, Византия, несмотря ни на что, она санкцию свою не дала. Санкцию на распространение письменности на славянском языке дал папа Адриан, то есть католики дали. Правда, тогда церковь была еще объединенная, но Рим дал санкцию. После этого прецедентов больше не было. И вот появляется Стефан и создает вот этот алфавит. Родился Стефан в 1340 году в Великом Устюге. В отрочестве будущий миссионер направляется в Ростовский монастырь, где изучает греческий язык и философию. Здесь же Стефан составляет анбур, а затем направляется в Москву к епископу Герасиму за благословлением на миссионерскую деятельность. Жой. Герасим, конечно, был изумлен. Он даже представить себе не мог, что такое возможно в это время. Миссионерской политики у русской церкви никогда ее и не было. Крестили другие народы, как карел. Когда увидели, что карелы обращаются в католичество, это значит, дани платить будут уже не русским, а тевтонам, шведам, там еще кому-то еще, то они быстро окрестили карел. По тем временам пермские земли, они охватывали огромную территорию. Там по представлениям жило очень много людей. Там Епифаний перечисляет, по-моему, 19 народов, которые живут в круг около Перми, по рекам. Да, учекжане, там, сырьяне, там, двиняне и так далее. Там, да, но, тем не менее, вот этот список впечатляет. В 1370 году Стефан Пермский прибывает в Усть-Вым. На месте прокудливой березы, символа язычества древних коми, Стефан строит храм в честь архангела Михаила, позже монастырь. Наряду с церквями святитель открывает школы, где богослужебные книги изучаются на пермском языке. Некоторые ученые полагают, что именно создание Стефаном оригинальной азбуки для местного населения и перевод на коми-язык богослужебных книг явились залогом успеха христианизации коми-края. В 1383 году Стефан организует здесь епархию. Джой. Первая пермская епархия, которая была создана, и первым был епископом Стефан, он практически охватывал все земли, населенные древними зырянами. То есть это как прообраз республики был небольшой. Это потом уже разделились территории проживания коми на 3 или 4 губернии. А в 14-15 веке это все входило в одну епархию. И даже епархия, она простиралась до Верхней Камы. XIV век, в это же время шла активная колонизация северных территорий. Русские шли на север, осваивать новые территории. Я думал, что эта колонизация, она докатилась бы и до Коми, до Перми Учегодской, и она захватила бы Пермь. Не будь Стефана Пермского, который обозначил вот эти вот автономные границы, административные границы епархии. Русские пошли по северу, они освоили там Печору на севере, Уссыльма там появились и так далее. Но Усть-Вымская епархия, она осталась не колонизированной. Что такое колонизировать охотничий регион, где вот так вот рассеянно живут? Ну пришли, там же никого нет, распахали землю, стали там сеять, жить. Все нормально, как это происходило в других областях. Коми не просто был колонизирован и ассимилирован,
а он сохранил себя и, наоборот, собрался даже. В этом тоже заслуга Стефана Пермского. Действительно, очень быстро прошла христианизация Коми края. Не то, что задача была присоединения московскому государству, а это очень важный момент экономического развития. Бурный расцвет Зырянской земли сразу стал заметен. Но, кроме того, эти земли, которые не имели собственной государственности, они подвергались нападкам других племен. Появление единого языка, единой веры позволило народу укрепиться и уже защитить свою землю от набегов язычников с разных сторон. Ну и кроме того, покровительство московского государства, конечно. В сочетании всех этих факторов Коми-земля получила неоценимый дар от святителя Стефана. Получить азбуку и письменность раньше, чем другие финно-угорские народы. Согласно житию, Стефан создает пермскую грамоту на основе славянского алфавита и родвушпасов, знаков, которые вырезали охотники на утвари. Родовые знаки или тамги известны у многих народов. Это графические изображения, с помощью которых определяли принадлежность к роду. Пасы дошли и до наших дней. На прялках и на охотничьем снаряжении. Формы знаков, по словам ученых, обусловлены материалом, на который их наносили. Коми-пасы вырезали на дереве острым предметом. Это объясняет геометричность форм фигур. Зата. Мы видим на примере этого тюркского рунического письма, скандинавского рунического письма, что такая форма знаков была обусловлена материалом, на который наносились эти знаки, то есть это или на дереве они вырезались, или высекались на камне, может быть и какие-то мягкие материалы, типа бересты, кожи. Мы должны предполагать, что Коми-Анбур первоначально создавался не для письма на пергаменте, не для нанесения надписей на иконы, где они наносились краской, и понятно, что можно было нарисовать буквы любой формы. Тогда мы должны предполагать, что письменность использовалась первоначально для вырезания на дереве. Понятно, что Стефан, будучи миссионером, копировал практику создания богослужебных текстов, надписей на иконах, которые существовали на Руси того времени. То есть сам Стефан не стал бы создавать письменность, специально приспособленную для того, чтобы вырезать ее на дереве, скажем. По поводу происхождения Анбура, конечно, есть много разных теорий. Сам чин, он чин греческого алфавита. То есть, в принципе, все буквы, вот Ан, Бур, Гай, Дой, они соответствуют греческим буквам. То есть А, Б, Г, Д, альфа, бета, гамма. Он взял чин греческого алфавита, но начертания вот этих букв, они совершенно просто необычные. Есть такая гипотеза, она была впервые выдвинута Савоитовым еще, что он использовал эти коми-пасы. Но вот Василий Ильич Лыткин, он сопоставил эти известные коми-пасы, и буквы стефановские, они не очень-то соответствуют. Поэтому выдвигалось очень много разных гипотез, откуда все это. По словам лингвистов, Стефан не использовал и принцип славянского письма, где для передачи мягкости предыдущего знака существует специальная буква – мягкий знак. Стефан же для обозначения мягкости звука в своей азбуке использует диакритику – 2 точки над буквой. Тоже это отдаляет письменность, созданную Стефаном, от непосредственных прототипов. И с другой стороны говорит, конечно, о том, что он достаточно хорошо разбирался в теории письма, в соотношении между письменными знаками, буквами и звуками языка. С точки зрения современной лингвистики можно сказать, что письмо, созданное Стефаном, более фонематично, обладает большим соответствием между буквами и звуками, чем, например, славянское письмо и, кстати, чем греческое письмо того времени. Джита. Разными учеными выдвигались разные версии происхождения Анбура. Кто-то в знаках древнекоми алфавита видел очертания финикийских и даже грузинских букв. По другой версии, стефановская азбука имеет родство со скандинавскими или тюркскими рунами. Ни одна из гипотез на сегодняшний день не доказана.
Тема происхождения занялись не сразу, до середины XIX века. Одни говорили, что это именно придумано Стефаном на основе его знания древнегреческого языка, латинскова, возможно, иврита. Другие исследователи придерживались точки зрения, что, возможно, в основе стефанской азбуки лежат руны норвежские. И вот Павел Иванович Савойенков пишет королю Оскару I письмо, в котором как раз на эту тему и размышляет. Жаков тоже поддерживает теорию, что Стефан использовал норвежскую рунистику. Но это очень дискуссионно, но такая теория была. И когда мы смотрим родовые знаки, собранные в начале XX века, мы прям видим какие-то прямые аналоги со стефановской азбукой. Мы смотрим норвежскую рунистику, и нам тоже кажется, что некоторые руны буквально пересекаются с теми знаками, которые есть в стефановской азбуке. В последнее время очень популярным и достаточно обоснованным является теория тюркского влияния. И. Очень похожие знаки имелись у древних тюрков, которые тоже называют тюркским руническим письмом, хотя по происхожденению, по-видимому, нет никакой связи с скандинавским руническим письмом. Для Скандинавии слово «руна» означает «тайна» буквально. В определенное время использовалась как священная письменность, как тайнопись. Внешняя форма этих знаков, как скандинавских рунических, так и тюркских рунических, по крайней мере, со стилистической точки зрения, тоже похожа на знаки Коми-Анбура. Есть другая точка зрения. Тут сказал эту точку зрения Рейн Тагапера. Он писал, что очень мало логики в том, чтобы Стефан Пермский создал такую графику, которая была непонятна ни для него, ни для паствы. То есть можно было вполне воспользоваться и древнерусскими буквами. Кстати, в XVIII веке так и пошли. Там начали переводить уже на русский язык русскими буквами. То есть он пошел по странному, очень трудному пути. И одно из объяснений в том, что Стефан уже использовал те буквы, которые были до него. Он не создал, но официально, конечно, он считается у нас создателем древнекоми письма. По мнению некоторых ученых, до христианизации у древних коми уже существовала своя письменность, и Стефан вполне мог использовать уже известные пермянам знаки. Однако такое предположение противоречит житию, написанному Епифанием Премудрым. Мы, с другой стороны, не можем быть уверены, что Епифаний Премудрый владел полностью достоверной информацией. Откуда он вообще знал про создание коми письменности? Очевидно, ему рассказали, значит, сам Стефан Пермский. Были у Стефана ученики, которые могли ему рассказать. Но что они рассказывали? Опять же, не исключено сознательное искажение информации, поскольку тот же Епифаний был заинтересован в том, чтобы представить акт создания коми письменности как непосредственно связанный с христианизацией. С художественной точки зрения повествование о том, что Стефан непосредственно создал эту письменность, основываясь, кстати, на христианских письменностях типа русской и греческой, оно выглядит более выигрышно, чем если бы было написано, что он взял какую-то языческую письменность и приспособил ее для христианских целей. Коке. Арабский путешественник Ибн Фадлан, побывавший в Волжской Булгарии в первой половине X века, написал записку, где упомянул о странах и народах, проживавших севернее. Ибн Фадлан сообщает о стране Вису на севере. По мнению ученых, Вису – это предки пермских народов – удмуртов, коми и коми-пермяков. По сведениям арабского путешественника, булгарский владыка вел переписку с Вису. Но какое письмо использовали жители северной страны? Коми-лингвист и этнограф Адольф Туркин предполагал, что у древних пермян существовала письменность иранского происхождения, которая вышла из употребления с принятием ислама Булгарии. Ученый-лингвист Вадим Понарядов уверен, знаки Анбура больше схожи с буквами древнетюркского языка, нежели с пасами и с другими алфавитами, с которыми сравнивали Анбур. Однако, по мнению ученого, и эта теория вызывает множество вопросов. Ведь тюркская письменность для православного монаха – чуждое языческое письмо. Да и к тому времени тюркская руника уже давно вышла из употребления. Тюркские мусульмане перешли на арабский шрифт. Мы можем построить еще такую гипотезу. Поскольку руническая письменность была в более ранней эпохе существования древнетюркского каганата, это
где-то 8-9 века нашей эры, то есть задолго, за 500 лет до Стефана. Тюркская письменность, основные памятники, которые найдены там в Центральной Азии, она была принесена и в Восточную Европу, и потом каким-то образом она попала к венграм, использовалась как тайнопись венграми, но преемственность между древнетюркской письменностью и вот этим поздним венгерским письмом вообще-то считается установленной. То есть, если венгры могли в раннюю эпоху заимствовать от тюрков эту письменность, то точно так же могли древние коми еще до Стефана что-то заимствовать. Если предположить, что древние коми до Стефана в какой-то мере пользовались письменностью, которая была сама заимствована от древних тюрков, то тогда мы можем, конечно, линию преемственности проложить к Анбуру, созданному Стефаном. Лей. Свое видение происхождения Анбура предлагает журналист Артур Артеев. В знаках древнекоми письменности он видит сходство с разновидностью индийского письма брахми. В подкрепление своей теории он составил таблицу, где сравнил Анбур и брахми, но откуда индийские буквы могли попасть к зырянам. Адольф Туркин, наш лингвист, Гюнтер Стипа, известный исследователь, они считали, что Стефан Перский дал за основу какой-то из древних восточных алфавитов. Ну, в том числе рассматривалась версия брахми. Как он брахми мог попасть на север, тоже, конечно, можно так предположить версию, что в свое время через Волжскую Болгарию сюда шли товары с востока, с юга, Ирана. Ну и с товарами могла прийти письменность. Ну, у Стефана, насколько было историкам известно, дед был купцом, при том коми национальности. И, наверное, купец какие-то вел деловые переписки. И у Стефана вполне возможно, что с детства мог уже знать коми письменность. И потом, когда возникла необходимость перевести церковные книги на коми язык, он уже не стал изобретать велосипеда, придумывать письменность новую, а взял то, что оно было уже известно. Ну и народ коми уже, когда читал книги на известных ему буквах, то по-своему воспринимал уже эти божественные книги христианские. То есть сложно представить, например, если бы Стефан взял какой-нибудь латинский язык, славянский язык, греческий и начал обучать вот коми народ, но не почувствовал бы народ такое родство с этой новой религией. Здесь новая религия была дана уже своими старыми буквами, возможно. Первым, по словам журналиста, индийский след Анбура обнаружил писатель и философ Калистрат Жаков. Герой его книги «На севере в поисках Пама Бурморта» ищет сведения о языческом жреце Паме. Возле Уральских гор он встречает старика-пастуха, который был учеником Пама. Пастух повел его в чулан и вытащил из кожаного мешочка деревянные квадратные дощечки, написанные древнезырянскими и староиндийскими знаками. То есть Жаков уже в то время обозначал, что есть древнезырянские и староиндийские знаки, которые тоже использовались у нас в коми-крае. Герой Жакова перевел на русский язык эти памятники письменности, и оказалось, что в них повествуется о жизни Памы Бурморта. Жаков и сказал, что у коми-народа существовало два вида письменности – пасы и шипасы, и указал источник происхождения одного из видов письменности – Древняя Индия. Минне. В пользу того, что древние коми были знакомы с каким-то видом письма, говорят некоторые слова, которые были заимствованы из иранских языков еще до XIV века. Например, слово «небог» — «книга». Якобы была такая своя письменность, и эти буквы уже были до Стефана, а Стефан только их модернизировал, приспособил под богослужебные книги. Как и любая другая гипотеза, она может быть. Другой вопрос, что записывали этими буквами. Священные какие-то тексты, они передавались из устно. Считается, что когда священные тексты записываются, они уже перестают быть священными. А бытовая информация, она могла записываться. Так что, в принципе, если допустить, что до Стефановской азбука существовала, то эта бытовая информация, она как раз записывалась. А в христианстве наоборот. До нас Анбур дошел уже в модернизированном варианте, в алфавите 27 букв. Ученые же утверждают, в стефановском варианте их было 24. Каждая буква, как и в славянской азбуке, имеет свои названия. Ан, Бур, Гай, Джой, Дой. В славянской азбуке известно, что названия букв имеют смысл. Аз, Буки, Веди, то есть «я буквы знаю».
Значение же названий знаков Анбура утрачено. Сегодня можно лишь предположить, что означают буквы. И такие попытки делаются. Названия некоторых букв перекликаются со словами современного коми-языка. Бур – это хорошо, дой – боль, шой – труп или мертвец. Василий Улыбкин считал, что ан – это вот челюсть, бур или бук – это плесень или там добро, гай там непонятно что, дой – это боль и так далее. Но я думаю, что вот такой способ расшифровки, он мало объясняет смысл этого алфавита. Вот древние алфавиты создавались в соответствии с картиной мира с какой-то, да, вот особенно христианские алфавиты. Вот если взять греческий алфавит альфа и омега. Альфа и омега в Откровении – это имя Бога. Аз есть альфа и омега. С меня все начинается, и мной все заканчивается. То есть имя Бога здесь можно тоже так написать. Ан и омега, да, вот заканчивается тоже, как бы получается, что зашифровано имя Бога. Такой принцип, по словам ученого, можно применить и по отношению к Анбуру. Вторая буква алфавита, бур, в современном коми-языке означает «хорошо». Одна из последних букв шой – «смерть». Возможно, здесь зашифрована идея жизни и смерти, добра и зла. Можно тут еще прочитать какой-то акростих. Для чего акростих составлялся? Он, наверное, имел какой-то сакральный смысл, но он имел и значение для лучшего запоминания. Все согласные, они рифмуются. Дой, жой, джой, зата, джита, коке, лей, мена, нена, пей, рей, си, тай, черешой. Получается такая рифма. И, в принципе, вот если так все это вот повторять, запомнить очень быстро можно, вот эти все буквы. Это один из путей к Богу. Потому что через письменность усваивается и стефановская идея, да, через письменность приобщить к Евангелию. Нене. Загадки Анбура до конца не раскрыты. В 15-17 веках стефановский алфавит вытеснила славянская письменность. Однако древнепермское письмо не исчезло бесследно. Анбур стал языком тайнописи. Но об этом мы расскажем в следующей передаче.